В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная и в этой программе. Стыковочные рейсы из-за подтопления взлетно-посадочной полосы. В каком режиме работает аэропорт Зырянка? Якутии необходимо работать над качеством продукции. Развитие агропромышленного комплекса обсуждали в Чурапчинском районе под руководством Айсена Николаева. Единый день голосования. Кого будут выбирать в Алданском районе и сколько кандидатов? Энергетики проверяют магистрали. Населенные пункты Нерюнгринского района останутся на время без горячей воды. Стоимость выросла, а документ не изменился. Россияне будут платить больше за загранпаспорт и регистрацию транспортного средства. Напряженной остается обстановка в Имиконском районе Якутии. Между тем, все дворовые территории села Арто-Балаган освободились от воды. В селе Имикон остаются затопленными 32, в которых проживает 113 человек. По родственникам и знакомым отселены 20. Остальные жители находятся в своих домах. В селе Берег-Юрдя частично потоплено 6 дворовых территорий. В селах подготовлены пункты временного размещения. Из-за подтопления взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка Верхнеколымского района с сегодняшнего дня авиакомпания «Полярные авиалинии» начала выполнять стыковочные рейсы. Как сообщает пресс-служба компании, из Зырянки до Среднеколымска и обратно будет летать вертолет Ми-8. Из Якутска до Среднеколымска рейсы будут выполняться на самолете Ан-24. Отметим, что ситуация с подтоплением взлетно-посадочной полосы в поселке Зырянка повторяется ежегодно. Якутии необходимо работать над качеством продукции. В ходе работы в Чурапчинском районе Айсен Николаев обсудил не только проблемы и будущее Чурапчинского комплекса, но и развитие агропромышленного комплекса в целом. Какие объекты посетил руководитель региона, знает Лана Ильина. Развитие сельхозкооперации в республике. Такой вопрос обсуждался сегодня в Чурапчинском улусе. Жители улуса показали работу кооператива «Чурапча», который успешно справляется со всем процессом – производством, хранением, сбытом молочной и мясной продукции. Мы хотим в этом году обновить оборудование маслоцехов. У нас в населенных пунктах 24 маслоцеха. Там в основном производится масло сливочное. Оборудование для цельномолочной продукции не хватает. Поэтому хотим в эти годы выделили деньги на реконструкцию. Производим колбасные изделия, вареные, копченые, варено-копченые жеребятни, там сало, прессованное мясо и много, и полуфабрикаты. Ликвидация второй смены в общеобразовательных школах в Чурапчи реализуется путем реорганизации имеющегося здания. В школе номер 1 создано дополнительно 125 учебных мест. Таким образом, количество мест составляет 800. Очистительные сети в селе Чурапча введены в работу в этом году. Объект перерабатывает 500 кубометров в сутки. Завершая работу в районе, Айсен Николаев отметил следующее. Сегодня мы рассмотрели вопросы стратегии Чурапчинского улуса на период до 30 года. Чурапчинский улус, конечно же, является у нас одним из ведущих улусов в сфере развития сельского хозяйства, в развитии сельского предпринимательства. И наша задача, чтобы в последующем продукция, например, сельхозтоваропроизводителей улуса, она максимально широко была представлена и в Якутске, и в наших южных районах, и в северных улусах. Конечно, для этого нужна быть проведена большая работа, и, в принципе, вот стратегии как раз эти направления уже просматриваются. Конечно же, развитие предпринимательства должно стать основной движущей силой развития района. Последние годы именно благодаря развитию малого бизнеса, на мой взгляд, улус занимает очень хорошие позиции в области развития экономики. Но этим никак нельзя успокаиваться, наоборот, надо сейчас расширять, закреплять эти достигнутые показатели и еще идти вперед. Потому что здесь как раз я считаю, что в вопросах развития сферы услуг, сферы жилищно-коммунального хозяйства, даже в сфере строительства предприниматели Чурапчинского улуса могут сделать очень большой такой рывок вперед и стать примером в целом для всей республики. Руководитель региона отметил грамотно разработанную стратегию развития улуса и рекомендовал не останавливаться на достигнутом. Лана Ильина, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Чурапчинский улус.
Радостное событие для жителей маленького села Чекалов Хангаласского района. Там открыли новую дизельную электростанцию. Акционерное общество «Сахаэнерго» установили 4 дизель-генератора общей мощностью 380 киловатт. Стоит отметить, населенный пункт расположен на острове Титары. Он практически отрезан от внешнего мира и долгие годы испытывал трудности с электроснабжением. Сейчас эта станция она полностью автоматизирована, то есть переключение производится через компьютер беспрерывно. То есть непрерывная подача электроэнергии, никаких отключений. Такие преимущества. Ну и, конечно, сами видите, да, насколько здесь персоналу будет хотя бы санитарные условия, какие созданы здесь. Старая станция, это вообще, невозможно было там просто работать. Это холодно там и грязно, а здесь и собственное тепло там, уютно, бытовая техника, все полностью укомплектовано. Преимуществ очень много, на самом деле. Энергетики Нерюнгринской ГРЭС завершают работы на магистральных тепловых сетях в Нерюнгри, поселках Серебряный Бор и Беркакит. С 13 по 17 августа пройдут гидравлические испытания, поэтому 13 августа будет снижена температура воды. 14 августа с утра до вечера будут проводить испытания магистральных тепловых сетей на прочность и плотность. В этот день остановят подачу горячего водоснабжения. В квартиры жителей поселков Беркакит и Серебряный Бор горячая вода в этот день вернется к ночи. У нерюнгринцев горячей воды не будет до 17 августа. Увещевания и просьбы закончились. Управляющая компания «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» перешло в наступление на должников. Для этого был организован первый за 2 года рейд по квартирам злостных неплательщиков. Что из этого вышло, смотрите в сюжете далее. 3200 должников. Из них более 500 ни разу не платили квартплату. И это только в Мирном. Общий долг перед предприятием 68 миллионов рублей. Такова печальная статистика управляющей компании МПЖХ. Когда здесь поняли, что все призывы горожанам погасить долги бесполезны, решили перейти от слов к делу и начали отключать должникам горячую воду. Как показывает практика, не платят в основном люди обеспеченные или попавшие в крайнюю нужду по разным причинам. Однако не все относятся к таковым. Здравствуйте. Разрешите представитель управляющей компании? Представитель управляющей компании пришли предоставить отключение горячей воды в связи с задолженностью. Эта жительница принципиально не платит годами, накопив огромный долг. И общаться на эту тему она ни с кем не желает. Попасть в квартиру без разрешения собственника никто не имеет права, поэтому у коммунальщиков с ней разговор будет особый. У нее на сегодняшний день долг более 250 тысяч перед нашей управляющей компанией. Это долг, который сформировался за 2,5 года только с 1 января 2016 года. Ранее управляющая компания была ЖКХ-компания. Там также собственник данной квартиры не производил оплату. То есть следующим этапом, скорее всего, только уже, наверное, судебные какие-то решения и выселение. Наверное, необходимо будет уже создать прецедент, потому что путей решения их немного. Следующий адрес. Здесь проживает женщина с долгом в 245 тысяч. На контакт идет и от своих обязательств не отказывается. Но и погашать задолженность не торопится. Поэтому ей отключают горячую воду. Как вы думаете? Финансовые трудности? Сейчас директор МПЖХ говорит, что есть специальное агентство, которое помогает гражданам. Не всем гражданам. Я отношусь к такой уникальной категории, называется предприниматель, которые сейчас переживают не лучшие времена, поверьте. Конечно, предприниматели категория особая, но малоимущим гражданам, реально неспособным платить за квартплату, могут помочь в службе субсидий. Эта государственная структура создана в том числе и для этих целей. Наша служба предоставляет субсидию на жилищно-коммунальные услуги разным категориям граждан, малоимущим и немалоимущим, с долгами, без долгов. Независимый ветеран, инвалид, многодетный, бездетный. Для этого надо нам подойти к нам на консультацию. Потом, если гражданину будет положена субсидия, мы дадим перечень документов для дальнейшего оформления субсидий.
А вот саратовские коммунальщики нашли оригинальный способ возврата долгов. Они подвешивают напротив окон должников трехтонные пирамиды позора, благодаря чему им удалось вернуть большую часть задолженности горожан. К такому миринские коммунальщики еще не пришли, но судя по общей сумме долга жителей, возможно, и у нас вскоре появится нечто подобное. Роман Муконин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Увеличились пошлины за государственные услуги по выдаче водительского удостоверения и загранпаспорта. Насколько подорожали услуги и изменились ли сами документы, узнавал Александр Зубехин. Это загранпаспорт, который сейчас выдает гражданам России. Пошлины на него подняли. Однако сам он не претерпел абсолютно никаких изменений. 5000 рублей вместо 3,5, как было вчера. Повышение пошлины коснулось загранпаспорта нового поколения. Для россиян младше 14 лет документ обойдется в 2500 рублей. На получение загранпаспорта старого образца размер государственной пошлины не изменился. Данные изменения в налоговый кодекс касаются только документов, которые изготавливаются с использованием электронных носителей, то есть электронные чипы нового образца. Раскошелиться придется не только туристам, но и будущим автомобилистам. Выросла пошлина за выдачу водительских прав. Теперь 3000 рублей с человека. Однако эта цена, как в случае с загранпаспортом, за документ с микрочипом. Однако в настоящее время у нас выдача водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства не осуществляется. Поэтому государственная пошлина остается такой же, по прежней, в размере 2000 рублей. Однако есть способ, как в магазине модной одежды, получить внушительную скидку. Например, размер пошлины сохранится на уровне 3500 рублей за загранпаспорт, если подать заявление через портал госуслуг. Александр Зубехин, Андрей Осекритов, Илья Сыромятников, Якутск. В Алданском районе наряду с главой республики и депутатами Вылтумен будут выбирать главу района и депутатов районного совета. Какие силы представлены на выборы, узнавали наши корреспонденты. 9 сентября в единый день голосования избиратели Алданского района получат аж 5 бюллетеней. Перед местным электоратом стоят непростые задачи. Необходимо будет выбрать глав республики и района, депутатов Вылтумен и райсовет. Процедура выдвижения и регистрации кандидатов закончена, и теперь можно анализировать персоны. По Алданскому одномандатному избирательному округу номер 14 выдвинуто 5 кандидатов, 4 из которых зарегистрированы. Эти 4 кандидата выдвинуты избирательными объединениями «Справедливая Россия», «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации и партия ЛДПР. По Томодскому одномандатному избирательному округу номер 15 выдвинуто также 5 кандидатов. 4 также представлены кандидатами от этих же избирательных объединений, и все 5 кандидатов зарегистрированы. 2 кандидата на должность главы муниципального образования Алданский район зарегистрированы. Эти кандидаты выдвинуты партиями ЛДПР и партиями «Единая Россия». Также выдвинуто 2 кандидата в порядке самовыдвижения. На выборах депутатов районного совета представлены основные политические силы. На регистрацию в списке своих кандидатов подали коммунисты, либералы, эсеры и единороссы. Выборы депутатов Алданского районного совета проходят по пропорциональной избирательной системе. И все депутатские мандаты распределяются между списками, выдвигаемыми политическими партиями. По количеству зарегистрированных кандидатов в депутаты Госсобрания, райсовет и кандидатов на пост главы Алданского района выбор у электората есть. Однако будет ли конкурентная борьба и насколько знает и доверяет избиратель выдвинутым кандидатам? То, что конкуренции не будет, но вопрос это очень риторический. Если мы не видим где-то ярких личностей, выдвинутых по тем или другим причинам, это в первую очередь вопросы к этим ярким личностям. Почему они не хотят идти и больше рассказывают где-то там по телевидению, и где-то там в кулуарах или в желтой прессе пытаются облить кого-то грязью, высказать свою точку зрения, что надо делать то-то, то-то, то-то. Но пускай выходят на прямые выборы, никто сегодня не запрещается, выдвигаются и доказывают, если, так сказать, население поддержит их, тогда они воплощают в жизнь. На что способны и как поведут себя соперники, мы узнаем буквально через 10 дней, когда начнется предвыборная агитация в средствах массовой информации. Впрочем, предвыборный ветер уже гуляет по страницам печатных и электронных изданий, принося в головы избирателей разные ощущения. А кандидаты уже на низком старте и готовы лично предстать перед своими избирателями. Руслан Павлов, Алдан.
Настрой Якутию. В рамках этого проекта активисты города организовали тематические площадки на территории Комсомольской площади. Продолжит Кристина Якупова. Мастер-классы по кроссфиту, шашкам, актерскому мастерству. 50 творческих объединений вышли к горожанам. Хотели рассказать о собственных проектах. Есть такое понятие, как единство. И в данном случае один человек в поле не воин, это как бы всем известно. Когда ты делаешь какой-то большой, красивый, существенный проект, который в дальнейшем у вас запланировано, что он будет работать долго, то в данном случае должны быть объединены сильные лидеры, за которыми стоит не один человек, не два, мама с папой, допустим, да, а большая армия людей, которые горят, которые заинтересованы и готовы развивать республику и направлять ее в новое русло. Ребята, в общем, смотрите, у вас в бланках есть... Для киберспортсменов мастер-класс по кроссфиту. Для фанатов турника и штанги – матчи на игровой приставке. Именно так мастера компьютерных игр и члены спортклуба «Бегёс» обменялись опытом. Мы за здоровый образ жизни, мы поддерживаем активную жизненную позицию и, в принципе, хотим создать новый имидж современного айтишника и киберспортсмена. Спорт – это все хорошо, спорт всем нужен, особенно кроссфит. Движение «Настрой Якутию» объединяет всех людей от мала до велика. Любой житель республики может рассказать о своей идее, задумке или мечте, направленной на развитие Якутии, и она с легкостью может воплотиться в реальность. В рамках этого проекта мы сделали платформу в Инстаграм, где сейчас 4700 подписчиков, где молодые люди со всей республики делятся идеями о развитии Якутии, делятся абсолютно открыто и передают челлендж своим друзьям. Что нужно сделать, чтобы поделиться идеей развития Якутии, мечтой или проектом? Разместить видео или фото с текстом на странице в Инстаграм с хэштегом «Настрой Якутию». С 1 по 5 сентября пройдет голосование. Проекты, набравшие наибольшее количество лайков, получат поддержку от руководства региона. Кристина Якупова, Артем Алексеев, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Пожилую женщину придавило бетонным крыльцом. Инцидент произошел в многоэтажном доме Якутска. Столичных школьников на 1000 больше, чем за прошлые 2 года. Как в Якутске готовятся к новому учебному году. Юниор из Нерюнгри первый в истории Якутии чемпион России. Николай Чуфистов одержал победу в спринтерской гонке по летнему биатлону. Продолжаем выпуск. Бетонное крыльцо подъезда жилого дома задавило пожилую женщину. Инцидент произошел в ночь на 3 августа в Якутске. Жительница выносила мусор, когда под ее ногами провалился лестничный пролет в подъезде. Пострадавшая получила множественные ушибы, чудом избежав серьезных травм. В причинах произошедшего разбиралась Саргалана Захарова. На бетоне до сих пор видны следы крови. Жители с опаской оглядывают пролеты, прежде чем подняться в дом. Дочка пострадавшей женщины не может отойти от шока и еле сдерживает слезы. Можно ли в этом доме жить на самом деле? А вдруг у нас балконы упадут? Все-таки же дети есть. Я переживаю, у меня тоже дети здесь живут. Дети маленькие. Если я маму потеряла, вы тоже, извините, это тоже так же нельзя делать. В час ночи 51-летняя Любовь Подгорбунская выносила мусор. Ступила на крыльцо в подъезде, как провалилась вниз. В следующую секунду она оказалась под бетонной лестницей. К счастью, недалеко находились молодые парни Василий и Никита. Они вытащили ее из бетонного плена. У пострадавшей шок. Смогла только назвать номер квартиры, где оставалась ее дочь. Я выбежала на то, что все может этого нет, может это шутка какая-то, тут может домофон балуется. Я выбежала, я уже здесь ее увидела, вот ребята ее достали. Получается, у нее даже очки туда отлетели, ребята потом ей очки доставали. Скорая помощь, носилки и бессонная ночь. Переломов нет, глубокие порезы и множественные ушибы. Днем следующего дня к дому приезжают представители строительной компании ДСК, Домуправа «Солидарность» и Управление Стройжилнадзора. Осматривают место происшествия. На глаза сразу бросаются трещины и деформации. Мы обследование делаем. Вот по тем, вы вообще замечали? Вот смотрите, отошло же, да? Вот этого не было. Это вот свежее. Это ночью произошло. Возвели объект еще в 2012-м. В первые же годы появились нарекания по качеству, говорят жители. Дом ходит ходуном, появляются трещины, вздуваются полы. На лестницах вообще убиться можно, жалуется в один голос старшее поколение. Однако представитель застройщика наличие каких-либо несовершенств не увидела.
Если говорить о качестве, о работах скрытого брака, но я их не вижу. И 6 лет эксплуатировалось это крыльцо. Ну, то есть по нему ходили. Никаких предпосылок, ничего не было. Проходим чуть дальше и на втором подъезде видим следующую картину. Лестница начала отходить от бетонной плиты, и невооруженным взглядом можно определить, что до края конструкции остается всего около 2 сантиметров. Не повторится ли ситуация с первым подъездом, гарантировать сложно. В причинах произошедшего предстоит разобраться надзорным органам. Исключение это или правило для такого типа домов? Ну, сейчас выводы делать рано. Во-первых, конечно, будет создана комиссия, будет проверена работа управляющей компании, да, на предмет надлежащего содержания, проводились ли осмотры плановые, да, выявлялись ли причины, да. Вот. Будем работать. А пока бетонную лестницу заменили деревянной, но шокированным жителям теперь страшно и ступить даже на нее. Может ли гарантировать безопасность людям такая деревянная лестница с узкими ступенями, шатающимся под каждым шагом и широкими брешами между ними? Непонятно. Ну, говорят, что лестница временная. Однако все мы знаем, нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Сарглана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутске готовятся к новому учебному году. Напомним, что в настоящее время идет строительство 4 школ – 6-й, 25-й, ИКГТА и 35-й. Сегодня новые учебные площади проверили председатели и представители Якутской городской думы и окружной администрации Якутска. По предварительным данным, 1 сентября за школьные парты сядут 52 тысячи школьников, что на 1 тысячу больше, чем за прошлые 2 года. Число ученических мест возросло на 8,5 тысяч. Мы выкупаем 3 здания и 1 здание, значит, по Орджоникидзе 3. Это будет начальная школа при Якутском педагогическом колледже, порядка 240 мест. Ну и где-то 200-300 мест. Вот сегодня мы на Чайковского 114/3 стоим. Здания новые, и они, значит, к 1 сентября должны уже принять детей. Предприниматели и руководители организации, а также жители и гостей Ленского района приглашают принять участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Акция направлена на поддержку детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Традиционно основная часть собранных канцелярских товаров, одежды и обуви вручат будущим школьникам накануне Дня знаний. По желанию благотворителей им предоставят возможность лично вручить ребенку или семье свой подарок в школе. По вопросам участия в акции можно обратиться в комитет по молодежной и семейной политике Ленского района. Участники «Синергии Севера» смогут получить гранты на 50 и 100 тысяч рублей. На следующей неделе стартует один из самых крупных молодежных форумов на Дальнем Востоке. Отметим, что проекты победителей предыдущих форумов сегодня успешно реализуются как на территории республики, так и в стране. Тему продолжит Марфирина Алексеева. Гараж всегда с тобой. Гараж-багажник – это конструкция для установки автоодеяла. Идею Станислава и его наставника оценили эксперты прошлого форума «Синергия Севера» на реализацию 100 тысяч рублей, а еще консультации и помощь в проектировании. Зимой очень холодно, и я постоянно зимой, когда прохожу, я всегда вижу, как вот девушки, да, вот также еще есть и пожилые, которые все это убирают. Им это надо все, так сказать, положить, то есть она занимает место в багажнике. Потом зимой очень холодно, и перчатками бывает неудобно, и без перчаток это очень холодно, и это вредит очень сильно здоровью. Себестоимость 2700 рублей. Гораздо дешевле, чем арендовать место в теплом гараже. Станислав признается, выигранный грант помог довести проект до ума. Рассмотрели очень много вариантов конструирования и дошли до проекта единой модели, доработанной, которая уже удобная, которая имеет 2 вида, и мы уже подали на 2 заявки на полезную модель. И одна из них уже прошла, и мы получили уже патент. Форум «Синергия Севера» пройдет в Нижнем Бестяхе и продлится 5 дней. Всего 3 направления. Я инженер, ты предприниматель и школа волонтера. Шикарнейшая образовательная программа, потому что к нам приедут эксперты с Москвы, из Дальнего Востока, что заряд той энергии, которую ребята получат, он будет колоссальный. Главное, это ребятам дать небольшой буквально старт, а дальше уже наша молодежь, она и так активная, она домыслит и реализует те проекты, которые есть. Я думаю, что у нас все вместе получится. Через несколько дней стартует один из самых крупных молодежных форумов на Дальнем Востоке, благодаря которому креативная молодежь сможет реализовать свои идейные проекты. Марфирина
Ирина Алексеева, Андрей Секретов, Якутск. Юниор из Нерюнгри Николай Чуфистов стал первым в истории Якутии чемпионом России по летнему биатлону. Он одержал победу в спринтерской гонке, при этом допустил один промах и показал лучшее время. Еще один спортсмен из Якутии Никита Шестаков из Амги занял 46-е место. Завтра в рамках первенства пройдут смешанные эстафеты, где также выступят наши биатлонисты. Завершится соревнование массовым стартом в воскресенье. Нерюнгринский стадион «Горняк» в этом году отмечает юбилей. 10 лет уникальный многофункциональный спортивный комплекс по праву считается достопримечательностью Южной Якутии. На юбилейных мероприятиях стадиона побывала наш корреспондент Екатерина Павлова. Сегодня крытый стадион «Горняк» – один из крупнейших на Дальнем Востоке России. Он рассчитан на 3000 мест и вмещает в себя футбольное поле, легкоатлетические дорожки и тренажерные залы. Общая площадь крытого манежа составляет 15 020 квадратных метров. Стадион, спасающий от дождя и холода, используется как для круглогодичных занятий спортом, так и для проведения мероприятий различного уровня. В год «Горняк» принимает более 25 культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. За день тренажерный зал, оснащенный современными тренажерами на все группы мышц, посещает более 150 человек. Кроме того, стадион предлагает населению групповые занятия фитнесом, легкоатлетические дорожки, бадминтон, настольный теннис, прокат роликов. Во-первых, удобные дорожки для роликов. На них можно и даже падать не так больно. И покрытие как раз-таки позволяет, чтобы колеса не портились на роликах. Ну и всякие трюки можно делать. Посещаю достаточно часто, 3-4 раза в неделю. Ну, здесь большое помещение, очень много тренажеров, светло, хорошо, комфортно, в принципе, очень позитивные люди, хорошие инструктора всегда придут на помощь. Пенсионеры, инвалиды, участники военных действий, многодетные семьи и матери-одиночки пользуются льготами при посещении стадиона. Большое внимание уделяется к привлечению детей и молодежи к спортивному образу жизни. На базе стадиона у нас ведут свою работу детская юношеская спортивная школа «Лидер», РЛ, технический институт СВФУ, школа бокса, и другие. Немалое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями. Это центр To School, центр слуха и речи и детям из малообеспеченных семей. На стадионе ведет свою работу республиканская специализированная детско-юношеская школа футбола. Искусственный газон футбольного поля стадиона привлекает не только профессионалов, но и любителей просто поиграть в мяч вечером после работы. А маленькие нерюнгринцы любят Горняк за разнообразие аттракционов, электромобилей, детских комнат и лабиринтов. Поздравить стадион с юбилейной датой на торжество пришли официальные лица района. Не обошлось в этот день без ценных подарков и почетных грамот. Директор стадиона Андрей Тарасенко поблагодарил присутствующих и выразил надежду на новое открытие стадиона, победы и свершения. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, Нерюнгри. Гонки без рева моторов и лошадиных сил. В столице Боливии прошел заезд на самодельных болидах. Подробности в репортаже Романа Чурикова. Для участия в этих гонках не нужны ни права, ни суперлицензия. В столице Боливии, Ла-Пасе, несколько десятков детей и их родителей приняли участие в заезде на самодельных болидах. Тележки для этих состязаний создают из любых подручных материалов. В ход идет все – от старых велосипедов до корыт и тазов. Мотора нет, вместо этого сила всемирного тяготения, ведь тачки катятся с горы. Спорт этот семейный. Нередко механик в экипажах папа пилота, а штурман – мама. Наш карт очень безопасный. Мы участвуем всей семьей. Жду не дождусь, когда сможем пересечь финишную черту и завоевать медаль. Гонки на самодельных болидах стали популярными в Боливии еще в 50-е годы. Идею подсмотрели у американцев. Сейчас уже есть целые династии, которые за 70 лет не пропустили ни одного заезда. Сами карты с тех пор изменились не очень сильно. Все так же нередки и аварии. Мне понравилось. Я люблю гонки. Я чуть не свалился в самом конце. Меня несло к трибунам, но я все же смог отрулить. А вот в самом начале я упал. Но все равно все прошло хорошо. Призы в этих состязаниях получают не только самые быстрые участники, но и самые стильные. А еще те, кто создал самый необычный болид. Кто знает, может, кто-то из этих ребят в будущем станет первым пилотом Формулы-1 из Боливии. На этом все. Оставайтесь с нами.